Один з самых буйных у рэгіёне вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі сіламі прыватных гаспадарак – Столиншчына. Больш за 10 тысяч сем'яў гэтага раёна штогод актыўна займаюцца вырошчваннем садавіны і гародніны. До 15% агульнага валавага аб'ёму сельгаспрадукцыі вырошчваюць прыватныя гаспадаркі. А вёска Ольшаны даўно атрымала другую назву – агурковая столица. Это, конечно, работоспособность, трудолюбие. Очень непросто в это время получать эту продукцию. Вот представьте, за месяц теплых дней вырастить этот такой объем огурцов. 1400 тонн в день производства огурца. Ни один тепличный комбинат, ни одна область столько не производит, сколько производит столинские крестьяне. Зрабіць так, каб кожны вытворца меў магчымасць своечасова рэалізаваць прадукцыю, забяспечыць яе продаж або перапрацоўку. Задача нарыхтоўчых і прапрацоўчых прадпрыемстваў. Человек произвел, положил, условно говоря, в корзинку, принес на заготовительный пункт. Мы его обязаны это принять, заплатить ему деньги. Он должен уйти для того, чтобы заниматься выращиванием дальнейшим. От 1000 до 1400 тонн огурков только за один день у разгар сезону реализуется на ольшанском рынку. Основный споживец витаминной продукции – Россия. Немалая доля и у споживецких товариств. До прикладу, каля 1000 тонн огурков штогод закупае у насельніцтва районная споживкооперация. Прикладно столько ж гароднины идет на перапрацоўчыя комбинаты. У нас в штате есть штатные заготовители, которые работают круглый год по заготовке. То есть процесс заготовок он сезонный. Сегодня урожай, допустим, или там срок заготовки одного какого-то товара, завтра другой. Плюс вторичные материалы и так далее. То есть они заняты круглый год. В сезон массового производства, вот как, например, огурцов, мы еще дополнительно берем на работу внештатных заготовителей. До 20-30 человек в зависимости от уровня работы, от цены, от объема и так далее. И тому подобное. Один з самых вядомых фермераў района Іван Грыб праблем са збытам не бачыць увогуле. Галоўнае гаворыць, каб тавар быў якасны. Яго прадукцыя адпавядае усім стандартам, таму і разыходзіцца на ўра. Расія, Беларусь па 400 тонн таматаў штогод, до 5000 тонн яблыкаў, а яшчэ галубіка, капуста, агуркі. Дарэчы, першымі агурочкамі тут пачынаюць гандляваць ужо ў лютым. Я с Беларусью всегда согласен, у меня всю зиму едут. Все магазинчики, которые эти завод конторы, все у меня загружаются до весны. Партизанскому отдаем, Белкопсоюзу отдаем, ну и другие организации, которые приезжают, мы же никому не отказываем, лишь бы вы оплачивали. У гэтым сезоне беларускі дзяржаўны канцэрн харчовай прадукцыі плануе закупіць у насельніцтва каля 150 тысяч тонн плодоў і ягад і не менш за 55 тысяч тонн гародніны. Марыя Кобец, Аліса Грыгарчук, Александр Дзяшенко, телерадиокомпания «Брест».